Или собак. Здравствуйте! Давайте начнем наш урок с улыбки друг другу. Поделимся со всеми хорошим настроением. Пожелаем мысленно добра и удачи друг другу. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста. Если доброта, как солнце, светит, радуются взрослые и дети. Ребята, а как вы думаете, доброта зависит от роста, от того, взрослый ли человек или еще совсем ребенок? Нет, доброта людей не зависит ни от роста, ни от возраста. Любой человек в любом возрасте, ребенок или взрослый, может совершать хорошие поступки. Или собак. Посмотрите на эту картинку и попробуйте разгадать тему урока. И сразу же все вы, как мне кажется, говорите: «Мальчик помогает бабушке». Нам надо выяснить, кто кому помогает. Итак, тема нашего урока – «Кто кому помог?». Сегодня на уроке мы с вами вспомним, как отвечать на вопрос «кому?». Узнаем, как оканчиваются слова, когда мы отвечаем на вопрос «кому?». Поговорим о том, что такое помощь и сложно ли помогать. На уроке нам понадобятся такие слова, как «просто», «знакомый», «благодарить», «передать». «Просто» означает «только». «Знакомый» – это означает «тот, кого ты знаешь». «Благодарить», то есть сказать спасибо. «Передать», отдать через кого-то или кого-то попросить, чтобы отдали. Рассказали, тогда мы говорим «передать». Например, передать привет другу через знакомого. Кстати, передать другу. Давайте зададим вопрос к слову «другу». Передать кому? Другу. Главное слово «передать». От него и задаем вопрос. Передать кому? Другу. Давайте рассмотрим, как изменяются слова, когда мы задаем вопрос «кому?». Так, у нас есть слова «друг», «товарищ». Эти слова мужского рода. Девочка – подружка. Это слова женского рода. В русском языке при ответе на вопрос «кому» у слов мужского рода на конце пишется буква «у». Друг – кому? Другу. У. Товарищ – кому? Товарищу. А у слов женского рода при ответе на вопрос «кому» пишем на конце «е». Девочка – кому? Девочке. Подружка – передать кому? Подружке. Ребята, подумайте, какое слово по смыслу подходит в каждое предложение.
Слова для справок. Учительнице, сестре, сыну, ученику, дедушке. Учительница поставила 5 кому? Какое слово подходит по смыслу? Конечно же, ученику. Внук помогал поливать огород кому? Дедушке. Ученик помог донести тетради кому? Учительнице. Папа сказал спасибо за помощь кому? Сыну. Старший брат читал сказку младшей кому? Сестре. А сейчас ответьте на вопрос «Кому?», а слова в скобках поставьте в правильную форму. Помогать кому? И слово «товарищ». Помогать кому? Подумайте. Товарищу. Обещать кому? Вспоминаем, какое окончание должно быть у слова, когда мы задаем вопрос «кому?». У слов мужского рода – «у», а у слов женского рода – «е». Значит, обещал кому? Другу. Рассказать кому? Подружке. Отдать кому? Маме. И показать кому? Дедушке. Ребята, обратите ваше внимание на слово «дедушке». Почему там «е», хотя это слово мужского рода? Потому что слово «дедушка» оканчивается на «а». Если слова мужского рода оканчиваются на «а» или на «я», например, дедушка, папа, дядя, то они изменяются как слова женского рода. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему рисунку. Как вы думаете, почему мальчик стоит возле старушки? Почему он держит ее за руку? И почему девочка стоит в стороне и смотрит? Что случилось? На все эти вопросы мы найдем ответы в рассказе «Просто старушка». Внимательно послушайте, а потом будете отвечать на вопросы. По улице шли мальчик и девочка, а впереди шла старушка. Было очень скользко. Старушка поскользнулась и упала. «Подержи мои книжки», – попросил мальчик и передал девочке свой портфель. Он подбежал к старушке и помог ей встать. Она долго благодарила мальчика. Когда он вернулся, девочка спросила его: «Это твоя бабушка?» «Нет», – ответил мальчик. «Мама?» – удивилась подружка. «Нет». «Тетя?» –
или знакомая? Да нет же, нет, ответил мальчик. Это просто старушка. Итак, давайте ответим с вами на вопросы по этому рассказу. Скажите мне, пожалуйста, сколько героев в рассказе «Просто старушка»? 3. Мальчик, девочка и старушка. Кто шел по улице? По улице шли мальчик и девочка. А где шла старушка? Старушка шла впереди. Что произошло со старушкой? Она поскользнулась и упала. Следующее задание. Вам надо дополнить предложение. Старушка упала, потому что... Вспоминаем, почему? Потому что было очень скользко. Мальчик попросил девочку что сделать? Вспоминайте. Подержать книги. Смотрите, какой вежливый мальчик. Даже когда спешит, он просит вежливо подержать книги. Следующее предложение. Мальчик побежал на помощь старушке, потому что она упала. Девочка удивилась, потому что... Действительно, почему удивилась девочка? Потому что мальчик помог старушке, которую не знал. Дети, а как вы думаете, какая черта характера человека в нашей жизни сейчас, да и во все времена, является самой главной? Я думаю, что доброта, умение помогать другим. Или собак. Ребята, несколько минут назад вы отвечали на вопросы. А сейчас я предлагаю наоборот задать вопросы, которые начинаются со слова «кому». То есть мы должны прочитать предложение и задать к нему вопрос «кому?». Мальчик помог старушке встать. Какой вопрос можно задать к этому предложению? Кому помог мальчик встать? Мальчик помог встать старушке. Далее. Он передал свой портфель девочке. Задаем вопрос. Кому он передал свой портфель? Он передал свой портфель девочке. Бабушка сказала спасибо мальчику. Кому бабушка сказала спасибо? Бабушка сказала спасибо мальчику. И последнее предложение. Девочка задала вопрос мальчику. Кому задала вопрос девочка? Девочка задала вопрос мальчику. Молодцы! Мне кажется, в семье этого замечательного мальчика
из рассказа «Просто старушка» все помогают друг другу. Поэтому он, не думая, бросился помогать даже незнакомой старушке. Он привык проявлять заботу. И это совсем не сложно. Наоборот, приятно. Давайте подумаем, как еще можно проявлять заботу? Заботиться о других людях. Можно, например, помочь одинокой бабушке сходить вместо нее в магазин, когда на улице скользко, чтобы она не поскользнулась. Можно позвонить своей бабушке, которая живет далеко. Ребята, а в этих предложениях тоже показано, как люди о ком-то заботятся. Ответим на вопросы и узнаем, о ком. Кому ты купил подарок? И рядышком слово подсказка – бабушка. Даем полный ответ. Я купил подарок бабушке. Следующий вопрос. Кому Айдар налил чай? И рядышком слово подсказка – отец. Айдар налил чай отцу. Кому Аман помог перейти дорогу? Дедушка. Аман помог перейти дорогу дедушке. Кому вчера звонила сестра? Сестра вчера звонила маме. Кому Асель помогла донести сумку? Соседка там. Асель помогла донести сумку соседке. Кому дети принесли цветы? Дети принесли цветы учительнице. Кому бабушка приготовила вкусные пирожки? Бабушка приготовила вкусные пирожки внуку. И кому Айнура помогла решить задачу? Айнура помогла решить задачу подруге. А сейчас игра «Четвертый лишний». Вы должны найти лишнее слово. Мешать, помогать, дарить, благодарить. Лишний глагол «благодарить», потому что мешать кому, помогать кому, дарить кому, а благодарить кого? Здесь другой вопрос. Поскользнуться, показать, звонить, купить. Как вы думаете, какое слово лишнее? Поскользнуться. Показать кому, звонить кому, купить кому, а поскользнуться где? Вот он и лишний. Старушка, старик, мальчик и девочка. И лишнее слово «старик». В нашем рассказе его нет. Итак, сегодня на уроке мы с вами вспомнили,
как отвечать на вопрос «кому». Узнали, как заканчиваются слова, когда мы отвечаем на вопрос «кому». На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч у телеэкрана!